что, друзья, самое время представить наших гостей с огромным удовольствием. Ильдар Айтматов, я думаю, больше ничего не надо говорить. И Тамерлан Богатырев. Тамерлан, Ильдар, спасибо вам огромное, что пришли к нам сегодня. Во-первых, не можем, с одной стороны, не похвастаться и не выразить благодарность за то, что вы подарили. Давайте продемонстрируем это. Замечательные сборники, я так понимаю, тоже выпущенные к юбилею. Да, недавно вот они вышли. Легенды и сказки. Кыргызский вариант будет тоже скоро выпущен. И также мы планируем другие издания, которые в этом году будут. Так, не успели наши операторы, давайте мы все-таки продемонстрируем этот замечательный сборник. Огромное количество, конечно, вещей о нашей культуре, о культуре кыргызов тоже стали, скажем, популярными именно благодаря творчеству Айтматова, который это переосмыслил и ввел, ну, скажем так, в массовую культуру. Давайте немного поговорим о предстоящих мероприятиях, потому что год 90-летия, безусловно, юбилей, писатель всенародно любимый, непререкаемый авторитет и в литературных кругах, и в общественно-политических даже, потому что, если кто не знает, вот до развала Советского Союза Михаил Сергеевич Горбачев даже предлагал Чингизу Тойрокуловичу возглавить нашу страну. Есть такой миф, не знаю, во всяком случае, я часто читала то, что вы очень долго обижались на своего отца, то, что он все-таки не стал возглавлять страну, и вот расскажите об этом подробнее, пожалуйста. Ну, я думаю, это многие знают, на самом деле он отказался, когда хотели и выдвигали его на этот пост, но я думаю, он поступил очень мудро. Поэтому но тем не менее, Чингиз Тойрокулович долгое время представлял с успехом нашу страну в странах Бенилюкса, был послом. Я думаю, он принес больше пользы, находясь там за границей. На самом деле, многие теперь знают о Кыргызстане. И будучи послом, он добился таких вещей, как вхождение в ШОС. Это его заслуга. Сейчас об этом должны все знать. Раньше, конечно, это не говорили. И многое, что у нас в стране было, вот этот, даже Дордой появился благодаря то, что мы могли войти в ВТО. То есть я, извините, перепутал, не про ШОС, а про ВТО говорю. Да, мы были одной другие из первых стран, они потом очень много лет прошло, и большими трудностями это им далось. А Кыргызстан, благодаря его авторитету на Западе, его связям, это было реализовано буквально за какие-то месяцы, за полгода. Я также читала то, что вы в свое время ездили вместе с Чингизом Тойрокуловичем в качестве переводчика. Расскажите вот об этих поездках, насколько вам было интересно. Да. Ну, я всегда ездил с отцом, он всегда старался меня брать в разные поездки. И в последнее время я всегда был с ним рядом, и да, я выполнял функцию переводчика, помощника, поэтому многими делами уже занимался тогда при его жизни. И сейчас продолжаю заниматься Международным фондом Айтматова. У нас много проектов. Существует также дом-музей Айтматова. Это тоже большая работа. Там идет работа с архивом. И также главный наш проект — это культурный центр. Это будет основной музей и также школа, международная школа Айтматова. Вы знаете, вот буквально недавно сыновья такого тоже выдающегося английского автора Толкина начали публиковать какие-то неизданные прежде вещи. Вот вы рассказали о работе с архивом. Есть ли что-то, скажем так, в архивах вашего отца, что, к сожалению, не было издано, и не ждать ли нам доработанного вами или отредактированного вами, возможно, нового творчества любимого писателя? Нет, есть, да, такие неизданные произведения, где-то они не закончены, но редактировать никто не собирается что-то. Оно должно выйти в таком виде, в котором оно осталось. Я думаю, это очень важно, чтобы никто не думал, что это законченное произведение. Есть незаконченные произведения, да, они выйдут в свое время. Их довольно много. К сожалению, не успел он завершить многие произведения. У него было очень много задумок. Но редактировать нет, мне кажется, это неправильно. То есть что-то менять, редактировать, не должно быть такого. Все, что сказано, уже сказано. Нельзя не отметить очень, мне кажется, правильную, очень мощную культурную связь между двумя выдающимися
писателями. Речь, безусловно, о Чингизе Айтматове и о другом, не менее, на мой взгляд, выдающемся советском, общем мировом авторе, это замечательный аварский поэт Расул Гамзатов. И вот я знаю, что вот вы с Тамерланом как раз-таки и проводите эту работу по межкультурному, межнациональному, можно так сказать, обмену. Тамерлан, расскажите немножко об этом. Ну, буквально недавно мы провели вечер, посвященный Чингизу Торекуловичу и Кайсину Кулиеву. И по культурной части, да, у нас идет культурные вечера, именно связанные, которые непосредственно были при жизни хорошие друзья, близкие Чингиза Торекуловича, это как Расул Гамзатов, Кайсин Кулиев. И буквально в этом месяце, в конце, мы планируем провести творческий вечер также Кайсина Кулиева, Расула Гамзата и Чингиза Торекуловича уже за пределами, это в Ингушетии и в Кабардино-Балкарии, и в Чечне также. Ну, вы знаете, конечно, о таких подробных мероприятиях тоже хочется разговаривать, но поскольку у нас в гостях сын легендарного писателя, классика, наверняка многим телезрителям, ну и мне в том числе, хочется узнать какие-то семейные вещи. То есть каким Чингиз Торекулович был отцом, каким он политиком замечательным был, мы все знаем, и результаты действительно имеются. Ну а какой он был в семье? В семье... Я думаю, он очень был мудрым человеком. Я вот, например, сейчас воспитываю своих детей, и, я не знаю, иногда приходится как-то наказывать и голос повышать. А у отца никогда такого не было. Он мог все это объяснить совсем по-другому, и ты мог сразу понять, без никаких обид. То есть даже мама могла там что-то как-то наказать, а у него такого никогда не было. И поэтому... То отношение, которое у него было к детям, конечно, очень сыграло на наше воспитание. И я тоже сейчас стараюсь всегда найти какой-то общий язык со своим ребенком, с детьми, чтобы объяснить это без, вот, как мы привыкли, традиционное воспитание, наказание и так далее. То есть у него совсем был другой подход к воспитанию. И, безусловно, мне кажется, это правильный путь, чтобы... Вот вы очень такую личную тему затронули, и нельзя не спросить, потому что взаимоотношения между отцом и сыном — это действительно очень, очень важное для становления личности человека. Вот самый важный урок, который вы получили в жизни от отца? Самый важный урок? Ой, сейчас сложно сказать. Он очень многому меня научил. Самое главное, я думаю... это быть порядочным человеком. В это входят очень многие качества, поэтому для меня он был главным примером во всем. Даже, например, он был человек очень спортивный и занимался довольно разными направлениями, и плаванием, и ходьбой, и на велосипеде катался, и на роликах. И вот это он прививал нам с детства, что надо всегда, чтобы у тебя было хорошее здоровье. Это в первую очередь. А потом уже остальные дела. Вот теперь раскрыт, мне кажется, еще один секрет вашей дружбы с Тамерланом, потому что, вот, мне кажется, образец роскошной физической формы. Это... Да. Ну и давайте, наверное, поговорим о конкретных мероприятиях, потому что я знаю, что в этом году и Лига тюркоязычных государств особое внимание уделяет. Но вот то, что могут посетить и увидеть кыргызстанцы, возможно, не только бишкекчане, но и люди, которые живут в регионах, есть ли какая-то программа, которая бы в полной мере могла бы задействовать страну? Да, сейчас очень много готовится совместно с нашим правительством. Мы очень благодарны, что вот и даже наш президент очень много внимания этому уделяет. Мы готовим сейчас третий Иссык-Кульский форум. Надеюсь, это будет в октябре. Это очень большая работа. В свое время это был большой резонанс и очень сильно повлияло вообще на мировую политику, на отношения между СССР и Западом. Поэтому сейчас мы хотим продолжить этот Иссык-Кульский форум. Конечно, сейчас задачи будут немного иные, но будут приглашены очень много людей, мыслителей, философов, футурологов, возможно, какие-то даже голливудские звезды.
Ну, постараемся, чтобы много было интересных гостей. Мне кажется, действительно, это сейчас очень важно на фоне, скажем так, некоего геополитического обострения, и, возможно, вновь наша страна и Иссык-Кульский форум, как некогда, как прежде, выступит неким мостом, неким диалогом между цивилизациями и культурами. Сейчас мы на экране наблюдаем фотографии со съемок фильма, где вы сыграли роль своего отца. Я знаю, что это была эпизодическая роль, но все равно, мне кажется, для вас это было очень важно. Расскажите, пожалуйста, об этом немножко подробнее. Да, это небольшая роль, но очень была ответственная работа, и для меня это было довольно сложно. Но благодаря таким людям, как Тынара Абдразаева, Марат Джанталиев, Темирбек Дүйшекеев, я смог сыграть эту роль. И, конечно, Эрнест Абдуджапаров, это вообще... Эти люди, они... Вот это настоящие патриоты, которые отдают всего себя, свою душу ради киноискусства. И сама тематика, эпос Манас, и про то, что это про Саякбая, про Манасчы, это очень важно сейчас, особенно актуально для поддержания духа нашего народа и вообще для истории Кыргызстана. Поэтому для меня, да, это очень была важная роль, но она небольшая, конечно. Но, что еще добавить? По-моему, даже можно спутать. Да. Поразительное внешнее сходство, Мне- прежде всего. Да. Мне очень нравится этот фильм, и я думаю, иногда его пересматриваю, хочется, чтобы еще было какое-то продолжение этого фильма. И, конечно, я бы хотел отметить, что вот такие люди, как Саметбек Ибраев, продюсер данного фильма, вот многим нашим олигархам, богатым людям надо с него брать пример. Это вот человек, который ничего не жалеет ради культуры и киноискусства в нашей стране. Это очень хорошо. Ильдар, а не было ли у вас, скажем так, мыслей и желания, и видения, как сделать некий хороший, качественный байопик о жизни вашего отца? Не знаю, насколько вы себя бы видели в главной роли, но тем не менее, мне кажется, жизнь и творчество этого человека весьма кинематографичны. Да, сейчас очень много планируется. Конечно, я бы не хотел бы, может, дальше играть роль отца. Но я хотел бы, возможно, участвовать в организации, в создании новых фильмов. У нас есть проекты, задуманные вместе с Эрнестом Абдуджапаровым. И я также обращаюсь очень много других режиссеров из других стран. И на данный момент, да, сейчас будет сниматься очень много фильмов и в Канаде, и в России, и, возможно, в Турции сейчас переговоры идут. Но, да, я хотел бы какой-то документальный фильм снять. Пока как бы времени и средств на это нет, к сожалению. Но я думаю, в будущем мы это реализуем. Ну, я думаю, завершая нашу беседу, все-таки на какие-то самые ближайшие. Мы вот поняли, что в октябре очень хочется увидеть третий Иссык-Кульский международный форум. И на самое ближайшее, может быть, Тамерлан, вот как я понял, будет вот в конце месяца уже что-то из событий. И вы, может быть, Ильдар, что-то проанонсируете. Ночь музея. Ты расскажи. Ну, совместно с Министерством культуры будет проходить Ночь музея. Это в середине мая месяца. Но число пока еще не... 19, да, 19 или 18, да, будет проходить Ночь музея. И Дом музея Айтматова откроет свои двери для посетителей. Любой желающий может приехать. Очень интересная программа будет. Пока это в секрете держится, но любой желающий может приехать и посетить Дом-музей. Я думаю, что да, действительно, этот год будет насыщен на разные мероприятия, связанные как раз-таки с этим юбилеем. И очень важно все-таки нашим телезрителям посетить их. Призываем к этому. И вчера я прочитала одну замечательную цитату, как один человек сказал, что в Кыргызстане очень часто говорят об Айтматове, но, к сожалению, не читают. Не все читают, и поэтому хочется призвать всех наших телезрителей читать нашего любимого автора, классика, который прославил Кыргызстан на весь мир. Безусловно, потому что Чингис Торекович стал классиком не только для нашей страны, но если вы обратите внимание, очень много стран называют его своим писателем. Практически все постсоветское пространство с честью и гордостью именует его своим.
Вот, поэтому нам стыдно не знать, стыдно не читать, больше времени уделяйте литературе и, безусловно, посещайте мероприятия. Ну а мы благодарим руководителя Международного фонда имени Чингиза Туйгуловича Айтматова Эльдара Айтматова. И это Мирлана Богатырева, человека, который действительно сейчас, мне кажется, призывает всех заниматься спортом, читать и развиваться. Спасибо вам большое. С огромной радостью с огромной радостью приветствовали вас здесь и беседовали с вами в нашем эфире. Ну а мы продолжаем, и не Спасибо. переключайтесь.